Есть такая структура «Римский клуб». Она была создана для очень многих целей. Одна из целей была задушить Советский Союз в объятиях, но у нее, так сказать, много всяких целей. И вот «Римский клуб» известен своими докладами, а кроме того, списком угроз для человечества. И вот одна из угроз человечества, мне нравится эта формулировка, которую применили эти римляне, неосознанность происходящего. Это очень интересный термин, но, казалось бы, он имеет отношение к широким слоям общества. На самом деле он имеет сегодня самое прямое отношение к тем людям, которые называются учеными, научными сотрудниками и так далее, и так далее. Дело в том, что современная наука сформировалась как отражение социальной реальности конца 19-го, ну и, пожалуй, двух первых третей 20 века, где очень четко социальная сфера была отделена от политической, политическая от экономической, где были политика, гражданское общество. И когда рухнул советский строй и, так сказать, марксистская идеология, к нам хлынули политология, социология, так сказать, народ это приветствовал, полагаю, вот сейчас нам откроется истина. Но самое интересное, что эти дисциплины хлынули к нам, как раз когда там, на Западе, они переживали острейший кризис. И кризис этот связан вот с чем. Исчезают объекты, которые изучают эти науки и которые вообще конституируют эти науки как науки, потому что любая наука существует только в том случае, если у нее есть базовый объект исследования, которых нет ни у какой другой науки. Социология возникла для изучения гражданского общества. Она не годится для изучения, например, индийских каст. Здесь нужен другой понятийный аппарат. Что происходит сейчас, в начале 21 века на Западе? Скукоживается гражданское общество. Политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы. Недаром так сказать, немало сейчас людей из шоу-бизнеса и актеров идет в политику, потому что сутью становятся политики совсем другие процессы. Иными словами, исчезают объекты исследования, а дисциплины остаются, как улыбка чеширского кота. Чеширский кот исчез, а улыбка осталась. Нынешняя социальная наука в значительной степени это фантомная наука. И что самое прискорбное, у нее нет понятийного аппарата для описания современной реальности, для современной социальной структуры, для той власти, которая реально существует в мире. И в этом плане нынешнюю социологию, политологию, отчасти экономику можно назвать криптоматикой, то есть дисциплины, которые скрывают реальность, а не анализируют ее. И это, безусловно, соответствует, так сказать, позиции тех групп, которые контролируют нематериальные факторы производства. Причем системы фондов, которые выдают гранты на исследования, они как раз поддерживают эти линии. На исследование гендерных отношений, да ради бога, на исследование гомосексуалистов и лесбиянок сколько угодно. А вот на исследование мировой буржуазии ни один фонд за последние 50 лет не выделил никаких денег. На фундаментальные исследования ни в коем случае, потому что фундаментальные исследования – это исследование главных вопросов. Как говорил Глеб Жиглов, а вот здесь у них логово. Вот на исследование логова деньги не выделяются. И вот этот кризис современной науки, он отражает эту ситуацию. Я думаю, одним из необходимых условий для побед кого бы то ни было в 21 веке заключается создание новой науки о современном мире. То есть выиграет тот, кто обеспечит, выражаясь словами Карла Полани, зловещее интеллектуальное превосходство над своим оппонентом. Интеллектуальное превосходство, но именно зловещее. Почему большевики и нацисты победили в своих странах в начале 20 века? Потому что они были людьми 20 века и смотрели на 20 век глазами людей 20 века. Если вы посмотрите фотографии первого совнаркома и последнего временного правительства, совершенно люди разных эпох. Здесь 19 век и физико-антропологический тип один. А здесь 20 век, военно-спортивный тип, как говорил Бердяев, который победил и который присутствовал и у национал-социалистов, и у большевиков, и интернационал-социалистов. Я не к тому, что нужно копировать опыт национал-социалистов и большевиков. Я к тому, что для того, чтобы побеждать в 21 веке, нужно создавать принципиально новую систему рационального знания о мире. Или ее создадут другие структуры и в качестве кассеты вложат сюда, и мы будем жить в матрице. А это неприятно и стыдно.